Кадровые вопросы в Госсовете Коми останутся в повестке заседания сессии 28 февраля. Сегодня на заседании Президиума парламентарии утвердили список законопроектов. Ранее спикер Надежда Дорофеева предложила перенести вопросы о заполнении 2 вакансий на март, однако большинство депутатов на комитетах проголосовало за закрытие вопроса в конце этого месяца. Кроме того, парламентарии призвали активнее включаться в выдвижение кандидатур. Я бы хотел, чтобы услышать мнение депутатов тех комитетов, в которых надо избрать председателя. Вот у нас, получается, кандидатов предлагают люди из других комитетов. Поэтому просьба комитетов, тоже, если мы примем решение, посмотреть. Потому что мы можем получиться, что у комитетов совсем другое мнение возникнет. Напомним, кресло председателя Комитета Госсовета по социальной политике может занять председатель регионального отделения «Деловой России» Сергей Артеев. Его кандидатуру на рассмотрение коллегам внес депутат Владимир Жариков, который, к слову, и сам на общественных началах занимается защитой интересов предпринимателей. Является руководителем Коми отделения организации малого и среднего бизнеса «Опора России». Напомним, прежде комитетом по социальной политике руководила Наталья Паншина. С завтрашнего дня она вступает в должность главы администрации Печорского района. В ожидании перемен кабинет председателя комитета по законодательству и местному самоуправлению, прежде его возглавляла Нина Нестерова, но 21 декабря она, увы, ушла из жизни. Преемником в случае поддержки большинства парламентариев может стать бывший омбудсмен Леонид Вокуев. Его выдвинули сразу 2 народных избранника – Надежда Бужукова и Андрей Климушев. Других претендентов на вакантные места пока нет.